О войсках Национальной гвардии Российской Федерации поговорим сегодня в программе интервью. Какие задачи стоят перед ними и кто может там служить? Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Рафаэль Нафиков, заместитель начальника управления вневедомственной охраны войск Национальной гвардии России по Республике Башкортостан, полковник полиции Рафаэль Талгатович. Здравствуйте. Добрый день. Да, мы с вами сейчас обсуждаем именно тему о Росгвардии. Войска Национальной гвардии – это относительно молодая организация. Давайте расскажем поподробнее, что за организация. Да, действительно, вы правильно подметили. Данная организация создана достаточно недавно, в 2016 году. В соответствии с указом президента Российской Федерации была создана войска Национальной гвардии. Значит, основная задача, которая является, это обеспечение общественной безопасности, национальной безопасности в целом государства, защита граждан, личности в целом. Какие задачи стоят перед Росгвардией? Давайте поподробнее об этом расскажем. Значит, участие в борьбе с террористической организацией, экстремизмом, обеспечение общественной безопасности, обеспечение охраны особо важных объектов, обеспечение охраны квартир, имущества и иных форм собственности на договорной основе в целом. Кто входит в состав Росгвардии? В состав Росгвардии у нас входят такие подразделения, как СОБР, специальный отряд быстрого реагирования, ОМОН, значит, также подразделения вневедомственной охраны и Федеральное государственное унитарное предприятие ГУП охрана. Рафаэль Талгатович, вневедомственная охрана, насколько я понимаю, это самое крупное подразделение в структуре Росгвардии. Расскажите поподробнее именно об этом подразделении. Вневедомственная охрана действительно многочисленное, самое многочисленное подразделение в структуре Росгвардии является. Для примера я могу сказать, что у нас в подразделениях вневедомственной охраны охраняется более 15 тысяч объектов по республике. Значит, 14 тысяч граждан нам доверили свои охрану объектов, мест хранения личного имущества граждан. За текущий период, значит, у нас было принято участие в раскрытии преступлений более 100 преступлений, значит, также задержано более 3500 правонарушителей за различные административные правонарушения. Основной задачей вневедомственной охраны является это обеспечение надежной охраны веренного объектов, квартир на основе договоров. Рафаэль Талгатович, давайте расскажем, а кто может служить именно в Росгвардии? Может быть, не конкретно сейчас я говорю о вневедомственной охране, может быть, в целом поговорим о Росгвардии, кто может служить, и затем уже перейдем именно к вневедомственной охране. Значит, подразделение Росгвардии, как и вневедомственная охрана, принимаются молодые люди от 18 до 50 лет, это на должности младшего начсостава, до 55 лет мы принимаем на офицерские должности. Основные требования это какие? Так скажем, я перечислю только. Значит, среднее полное образование, естественно, гражданство Российской Федерации, отсутствие судимости, крепких, физически развитых молодых людей в основном, в первую очередь, значит, морально устойчивых, и, соответственно, хорошим качеством, морально-деловых качеств. Вот. Есть какие-то льготы именно у тех, кто служит в Росгвардии? Льготы, я всегда говорю, как в целом в системе Росгвардии, это самая главная льгота, я которую считаю, это служба. 20 лет отслужил в службе, соответственно, ты имеешь право уйти на пенсию. Представьте себе, молодой человек приходит 20 лет, в 40 лет он уже уходит, молодой пенсионер, да, пожалуйста, потом продолжаешь какую-то трудовую деятельность уже в дальнейшем. Это самый главный плюс, который я считаю. Также это, соответственно, у нас предусмотрены льготы, санаторно-курортное лечение бесплатное, также проезд к месту проведения отпуска как самого сотрудника, так и одного из членов семьи. Тоже достаточно. То есть в любую точку России, пожалуйста, дорога оплачивается, как я уже говорил, самому сотруднику и членам семьи. Возможность получения бесплатного жилья, компенсация за поднаем квартиры. И самое главное, вот в этом году у нас подписан указ главы республики Радифа Фаридовича Хабирова, в соответствии с которым у нас достигнут выплата для младшего начсостава в размере до 30 тысяч ежеквартально. Достаточно существенная поддержка благодаря правительству Республики Башкортостан.
Мы уже с вами примерно поговорили о том, кто может служить в Росгвардии, а если именно более подробно сказать о порядке трудоустройства, то есть куда нужно сначала, может быть, обратиться, наверняка нужна медкомиссия, еще что-то, вот этот порядок. Порядок, он, в принципе, не так уж сложен, занимает от 1 месяца, но все зависит от самого кандидата, в первую очередь, от того, насколько он сам заинтересован. Естественно, он приходит, обращается в кадровую службу, дается перечень, который необходимо ему собрать по медицинским направлениям, в первую очередь по месту жительства. Соответствующие требования проверки мы проводим по своей линии. И, в принципе, добро пожаловать в наше подразделение, будем очень рады видеть. То есть, у нас по всей республике, в городе Уфа, у нас, значит, во всех районах имеются представители местной охраны, и 27 муниципальных подразделениях у нас, образованиях, имеется подразделение местной охраны. Я думаю, для каждого кандидата у нас найдется место для проведения, где он будет достойно служить, надеюсь. Так что, ну и, конечно же, если вы позволите, я дам контактные телефоны 273 63 29 и 252 54 22. Ну или же непосредственно обратиться в город Уфа, улица Революционная, 76/1. Там находится городское управление местной охраны, которое курирует в целом город Уфу. Мы с вами поговорили о том, что вот есть четкий алгоритм, как можно прийти на службу в Росгвардию. Но мы поговорили, что есть формальные какие-то порядки. Ну, это стандартные процедуры, действительно. А вот если поговорить уже о моральном облике кандидатов, которые хотели бы служить в Росгвардии, как вы думаете, вот какими качествами они должны обладать? Ну, в первую очередь, это порядочность, законопослушность, так как мы являемся представителями закона, и в первую очередь это лицо всей службы. Вот я считаю, что это основные вот такие черты, в то же время и дисциплинированность, так как структура военизированная, то есть порядок, служба, все это должно быть, все это в скопе, так скажем, вместе. Можно сказать, что в Росгвардии служат настоящие патриоты? Конечно, да. Спасибо большое, Рафаэль Талгатович, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали информацию, которая, может быть, будет актуальна для наших телезрителей. Спасибо огромное. Спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.